Мы сегодня продолжаем тему о татарских дастанах. Это вторая передача. И сегодняшняя передача должна быть посвящена знаменитому эпосу Идигей, Идыге у нагайцев. Этот эпос, он фактически есть у большинства кыпчакоязычных народов и даже есть у туркмен, у агузоязычных. Это связано с тем, что фигура Идигея, она как раз принадлежит многим народам из-за вхождения в состав почти практически всех кыпчакоязычных народов нагайского компонента. По данным специалистов, этот эпос возник после смерти Идигея, наверное, где-то в XVI веке, скорее всего. Может быть, во второй половине XV века сложился. Конечно, у каждого народа, у нагайцев, казахов, башкир, каракалпаков, алтайцев, и разных групп татар, есть свои версии этого эпоса. Причем в каждой версии есть особенности, которые связаны с местом проживания данных народов. Но в целом там есть свое ядро эпическое, и оно повторяется у всех народов, я уже сказал, с некоторыми вариациями. На самом деле, конечно, следовало бы иметь такой сводный текст этого эпоса. К сожалению, такая работа пока не проделана, и поэтому в основном я буду говорить о татарских версиях этого эпоса и о содержании татарском этого дастана. Наши татарские версии были записаны у сибирских татар, у нагайцев. Также в некоторых районах Приуралья были записаны татарские дастаны. И есть версии, которые записаны в Среднем Поволжье тоже, они покороче. В свое время, в 1940 году, известный татарский фольклорист Наки Санбат сделал сводный вариант этого эпоса. И он был подготовлен к печати. В 1941 году должен был выйти. Тогда было модно издавать такие общенациональные дастаны. Татары к этому готовились. После издания грузинских эпосов, скажем, потом армянского эпоса, татары тоже готовились, но не получилось. Началась война, а во время войны случились ряд событий, которые привели к тому, что в 1944 году было принято специальное постановление, посвященное идеологической работе татарской парторганизации. Это знаменитое постановление, согласно которому из татарской истории был выключен златоордынский этап. И что самое важное, в процессе выключения из татарской истории златоордынского этапа была одновременно из татарских фольклорных произведений исключен и дастан Идигей. И там было соответствующее обоснование. Это ЦК ВКПБ рассматривало это обоснование, там управление политпропаганды специально докладную записку подготовило по работе в Татарстане накануне принятия этого постановления. Согласно этому документу, Идигей – фигура враждебна русскому народу, вообще пытался восстановить Золотую Орду, и множество походов совершил на русские земли, разорил русские земли, поэтому к нему необходимо было относиться отрицательно, со знаком минус, как в целом к Золотой Орде. И с тех пор, фактически до 80-х годов XX века, этот татарский эпос был в забвении. Но скажу, что аналогичные постановления были приняты по другим народам. В частности, башкирам тоже было запрещено этот эпос изучать и публиковать. Другие народы кыпчакоязычные тоже самое делали. И в итоге мы заново этот эпос вернули только в 80-х годах, как такое произведение, венчающее татарский фольклор. На самом деле, я думаю, что дастан Идигей – это первоклассное произведение, где вся средневековая история татар, рубежа распада Золотой Орды, изложена в образной форме. И те наши сородичи, которые этот эпос не читали, они практически очень много потеряли, потому что в этом эпосе содержится подлинная идентичность, которая была у наших предков на рубеже 14-15 веков.
Главный герой Дастана Идигей, очень противоречивая фигура. На самом деле он воевал с Тахтамышем и пытался, как Беклярибек левого крыла Золотой Орды, быть главной фигурой в Золотой Орде, но в реальности он способствовал разрушению Золотой Орды, потому что он вошел в коалицию с Тимуром, известным правителем самаркандским, и помогая Тимуру громить Золотую Орду, Идигей приблизил закат Золотоордынского государства. Во времена Идигея, который накопил большие силы, опираясь на Тимура, и потом сам неоднократно возводил покорных ему ханов, были огромные военные сражения между Тахтамышем и его наследниками и Идигеем и Идигеевичами, его сыновьями. В итоге там были убиты в сражениях сотни тысяч татар. И в конце концов это привело к распаду Золотоордынского государства. Об этом есть очень такие трагические строки на самых последних страницах эпоса. Я сейчас хочу как раз зачитать. Это такие слова, где описывают само событие. Там сказано: «Идел ертна дау алды, яу үстіне яу келді. Идігей әйткен күн келді, шыңызны қойған хан тағы болып әурелді. Хан сарайы қамалды, Қырым, Қазан, Аждархан, башлы-башлы ил болды, Алтын Орда таралды». Вот эта констатация распада Золотой Орды как раз характерна для эпоса Идигей. Но прежде чем это событие случилось, там произошло много всяких действий. И я сегодня хотел бы остановиться на ряде сюжетов, которые показывают, что эпос Идигей надо читать очень внимательно и надо присматриваться к тем сторонам этого эпоса, которые рассказывают о глубоких исторических сюжетах, элементах татарской истории, но они требуют специального анализа, чтобы их выявить и показать, что под ними имелось в виду. Конечно, при этом мы должны помнить, что, несмотря на современные заявления некоторых ногайских политтехнологов, этот эпос является общетюркским и на самом деле татарским. Потому что во времена Идигея еще такого народа, как ногайцы, не было. А существовала группа племен, которая была в подчинении у Идигея. Это на самом деле левое крыло Золотой Орды. И как установил Вадим Трепавлов, крупный специалист по истории Золотой Орды, это левое крыло Золотой Орды включало кипчаков во многом. И поэтому мы, когда читаем эпос, то на самом деле там такой народ, как ногайцы, не застаем. Но зато мы там имеем другие реалии, которые хорошо показывают, что имеется в виду, когда речь идет об этом владении. Вот там что сказано. «Алтын Орда, Ак Орда, данлы Кыпчак жерінде, татардан туған Нугай илінде Туктамыш деген хан болды». То есть здесь Ногай непосредственно, Ногай, от имени которого ведется Ногайская Орда, по поводу этой фигуры можно поспорить там, он считается потомком татара. На самом деле, я думаю, что речь идет о средневековых татарах, а не Чингизиде по имени татар, а о средневековых татарах. И это мы должны четко помнить, это идентичность фактически этого времени, которая хорошо закреплена в этом Дастане. Но я не буду останавливаться на собственно, истории сбора этого Дастана. Это давным-давно все это изучено, фольклористы написали не один труд, в том числе есть серьезные труды по эпосу Идигей. Я хочу остановиться на исторических реалиях, которые там запрятаны. И первый вопрос, который там возникает в связи с этим Дастаном, это сюжет, связанный с неким тронным местом. Вот я хотел специально на этом вопросе остановиться. Это явно заслуживает особого внимания. Я думаю, что этот аспект, он изложен в ряде сюжетов этого эпоса. На самом деле там сказано, что был некий трон, который объявляется
алым троном. Этот алый трон, Ол-Тахет, он описывается в некоторых деталях. И там, в этих деталях есть интересные такие изображения, которые говорят о том, что, может быть, люди, которые вот творили этот дастан, видели златоордынский трон этот. И на самом деле, когда речь заходит об этом троне, видно, что алый трон прикреплен к конкретному месту. Вот это самое важное. На самом деле, ол в татарском языке обозначает не только алый свет, но еще и червоное золото. То есть речь идет, если так углубиться в содержание этого термина, о золотом троне. И этот золотой трон находился в неком дворце, и там у этого дворца был белый вход, ок-ишек. Я думаю, что здесь моделируется ситуация такого места, как Саинов стул, который хорошо известен по некоторым русским источникам в том числе. Этот Саинов стул, он был сосредоточен власти в Золотой Орде. И вот Тахтамыш выглядит как человек, который был к этому тронному месту прикреплен. Это ведь на самом деле свидетельствует, что речь идет о шингизидской власти и о символе этой власти – золотом троне. Я думаю, что когда мы рассуждали в предыдущей передаче о Дастане Туляйт и Сосулу, мы там тоже видели появление аналогичного тронного места, золотого тронного места. И даже вот те описания, которые мы имеем и для XIII века, и для XIV века путешественников разных, которые говорят о золотом шатре и о троне, который там стоял, то на самом деле речь идет все о том же тронном месте. Этот Саинов стул, он находился в свое время после строительства этого города в городе Сарае. А Сарай, мы знаем, еще в 1480-х годах существовал. И поэтому вполне очевидно, что во времена жизни Эдигея этот трон еще реально присутствовал, и люди, которые были связаны с Эдигеем, его окружение, вполне могли видеть этот трон. Но весьма любопытно, что в ходе изложения вот сюжета Дастана, когда сын Эдигея Нур-эд-Дин, а есть исторические данные о том, что он имел большие дискуссии с собственным отцом, и претендовал Нур-эд-Дин, что, как ни странно, не будучи чингизидом, на то, чтобы сесть ханом в Золотой Орде. И вот во время дискуссии со своим отцом иногда есть строки о том, что Нур-эд-Дин прибыл и сел на этот золотой трон, на алый трон. То есть реально получается, что Нур-эд-Дин действительно хотел стать ханом, не будучи чингизидского происхождения. Я думаю, что это как раз вот такой интересный сюжет, когда Золотая Орда уже разваливалась, и в это время возникли фигуры, вот сам Тимур, например, который, будучи эмиром племени Барлас, стал главой государства фактически, но Тимур еще держал около себя подсадных ханов. И потом Эдигей тоже, когда он укрепился, он стал менять чингизидов на престоле, совсем от них не избавился, но реальным правителем стал сам. Даже некоторые арабские источники считали Эдигея ханом на самом деле. Он и был им, но не будучи чингизидом, он вот не мог себе присвоить титул хан. И здесь в выпуске мы видим, каким образом раскручивается вот этот сюжет, связанный с ханским престолом, с алым престолом, и как ведется борьба за этот престол, и каким образом возникают новые фигуры, которые, не будучи чингизидами, стали претендовать на это место. Я думаю, что это весьма любопытная констатация начавшегося разложения Золотой Орды. Начали возникать региональные лидеры, которые стали претендовать на местную власть. Но история пошла таким образом, что в большинстве постчингизидских государств, которые возникли после распада Золотой Орды, все равно правили чингизиды. Хотя реальные претенденты были на эту власть, но они попозже стали верховными правителями в некоторых частях государства, а здесь вот этого не получилось.
И вот другой сюжет, который тоже заслуживает внимания, он связан в целом с сюжетом этого эпоса, а там главное место занимает содержание, связанное с какой-то птицей. Изначально эта птица появляется как охотничья птица, и эту птицу смотрел, ухаживал за этой птицей Кутлукия-би. По ходу изложения Дастана мы узнаем, что это отец Идигея. Значит, Кутлукия-би отвечал за охотничьих птиц, сокольничьим был, значит, и там рассказывается, что Кутлукия смотрел за очень хорошей птицей, хорошей ловчей птицей, которая именуется Кора-лашен. И другие наименования есть у этой птицы. По ходу рассказа сообщается, что Кутлукия-би, не поставив в известность своего хана Тахтамыша, отправил то ли птенцов, то ли 2 яйца из-под этой птицы Тимуру, что весьма важно в данном случае. И когда это его предательство вскрылось, хан Тахтамыш провел расследование, и в ходе расследования он обвинил своего бия в сговоре с Тимуром и передаче ему птенцов этой птицы. Потом мы иногда видим, что эта птица объявляется и как черный лачен, кора-лачен. И иногда он приобретает вообще несколько не птичий характер. Потому что в одном из мест Дастана есть упоминание о том, что фигура этой птицы была прикреплена к венцу хана, что весьма интересно, и поэтому заслуживает явного внимания. Я думаю, что речь ведется о некотором таком знаменитом троне, венце, которое было и у других правителей. Мы знаем у некоторых тюркских правителей, даже во времена тюркских каганатов, что у них были венцы или шлемы, где хищные птицы были прикреплены как некоторый символ. И по ходу изложения Дастана эта птица тоже появляется в Дастане как часть такого венца. Об этом прямо рассказывается. И после этого еще раз эта птица упоминается, и мы начинаем чувствовать, что когда речь идет об этой птице как ловчей птицы, на самом деле имеются в виду некоторые другие сюжеты, некоторые другие причины и последствия. И хан Тахтамыш, когда разбирал поступок своего бия, Кутлукия-бия, он выдвинул против него обвинение, что он передал врагам. Тимур рассматривается как прямой враг золотоордынцев, передал врагам птенцов этой птицы. Он обращается к Кутлукия-бию и спрашивает, почему так ты это сделал. И Кутлукия-би начинает объяснять. И там у него очень интересное объяснение. Он говорит, что хан Тахтамыш, людей, которые были с ним в родстве, его племя, перевел с одного берега Итилии на другой берег 2 раза, туда-сюда. И мы вообще-то знаем, что владение Идигея находилось на левом крыле Золотой Орды. Это фактически бывшие восточно-кипчакские земли. И получается, хан Тахтамыш по неизвестной причине почему-то их перевел на правый берег Итилии. И Кутлукия-би говорит, что при этом они много потеряли. И после этого он говорит, что такой поступок привел к тому, что его племя потеряло свои доходы и оказалось в плохом положении. И здесь мы должны вспомнить, что левое крыло Золотой Орды было очень близко расположено к владениям хана Тимура. Его самаркандское владение, Чагатайский улус и Тимур, и его сородичи, и группы, которые были с ним связаны на левом крыле. Я думаю, что их было 8 кланов больших.
они все находились поблизости от владения Тимура, и из-за этого им в определенной ситуации пришлось войти в контакт с Тимуром. При этом Идигей явно имел планы, используя Тимура, посадить на ханский престол своего человека. И вот когда речь ведется о том, что он продал птенцов, важной птицы, которая, я уже сказал, упоминается и как венценосная птица, важная птица Тимуру, на самом деле мы начинаем понимать, что речь идет о том, что отец Идигея, Котлакиаби, совершил государственное преступление. Какое? А вот здесь очень важно наименование этой птицы. Оно именуется как Коралашен, и эта птица хорошо известна на самом деле. Мы знаем, что эта птица не принадлежала шингизидам, но тем не менее цвет вот этой птицы немножко напоминает название птицы, которое дается в Дефтере Чангзнаме для птицы Чингисхана. Там называется «Ике башла коракыш». Вот это коракыш и коралашен, они перекликаются как синонимы. Я думаю, что просто здесь мы видим, что в Дастане сливаются две традиции. Собственно, тюркская традиция, где фигурировала птица под названием коралашен, и монгольская традиция, где фигурировала такая птица, как лошен, которая была белого цвета, оклашен. А здесь вот эти две птицы сливаются традиции, и возникает некий образ символический, который оказался прикрепленным к шингизидам. И ясно, что когда Котлакиаби эту птицу птенцов эта птица передал Тимуру, он на самом деле действительно совершил государственное преступление. Фактически он от своего хана перешел к другому правителю, тайно. И поэтому когда Тахтамыш вынес решение окончательное о том, чтобы убить Котлакиабия, он его обвинил как раз в этом предательстве. А если глубже подумать, мы уже об этом на предыдущем сообщении об этом говорили, на самом деле эта птица, Икабашла Коракыш, или Кора Лашен, это же символ личного клана Чингисхана, символ клана Кият. Получается, что Котлакиаби, отец Идигея, предал дух племени Кият и тем самым предал интересы чингизидов. И вот отсюда уже можно понять, каким образом возникла нескончаемая вражда между Идигеевичами и Тахтамышевичами. Как я уже сказал, это битва, которая началась еще во времена Идигея, а Идигей сам умер в 1419 году, она не закончилась и после его смерти, и фактически продолжалась до полного взаимного уничтожения Тахтамышевичей и погибели большинства Идигеевичей. Эта битва между разными силами была настолько мощной, что после этого государство не смогло существовать как единое целое, распалось. Но здесь необходимо иметь в виду, что Идигей, который был правителем левого крыла, он на самом деле проник в правое крыло, разрушил структуру государства, хотя у него были благие намерения, он хотел просто посадить на ханский престол своего представителя, своего хана. Он в итоге сыграл крайне отрицательную роль, потому что его объединение с Хуррамом Тимуром привело к тому, что Тимур, пройдя двумя большими походами в 1490-1495 годах по всей территории Золотой Орды, Тимур разрушил основные городские центры, расположенные по Волжье. Это сыграло очень отрицательную роль. Потом ядро Золотой Орды после этого восстановиться не смогло. И мы в Дастане видим такие печальные образы, когда звучат строки о том, что Поволжье, Идельерт, было местом, где было всем хорошо, и это очень такое плодородное, хорошее место, и там татары все время жили, в том числе и люди, которые были сородичами самого Идигея, и об этом есть множество описаний, там повторяющиеся сюжеты, и в итоге мы в конце концов приходим к такому результату, что к концу эпоса Идигей
когда Идигей сам был убит, и он перед смертью предрек распад Золотой Орды. И действительно мы в лице Идигея и вот этого Дастана Идигей мы фактически видим народное представление, которые обобщили те процессы, которые происходили на последней стадии существования Золотой Орды. Вот там последние строки, которые я зачитал, они как раз говорят о том, что вот это мощное государство, которое существовало, распалось, и возникли ряд государств, татарских ханств и две орды – Большая Орда и Ногайская Орда. Наступил другой период существования средневековых татар.